Все эти люди добились определенных успехов на своем посту, и ими по праву может гордиться республика. Они этого заслуживают. Сегодня в Зале славы глава Ингушетии торжественно вручил государственные награды. Я в Республике Ингушетия не первый раз. Всегда удивляет гостеприимство жителей, красота вокруг. Новогодние выходные надо провести на курорте Арымхим. Воздух, древние башни, уникальная природа, хорошая гостиница и санаторий. Сезон открыт. Телевидение – это коллективный труд. Невозможно так, чтобы один работал, другие отдыхали. ГТРК «Ингушетия» 27 лет в эфире. Праздник у наших коллег. Расскажем, что они готовят для своего зрителя. Далеко собрался. За границу с долгами не пустят. Судебные приставы проводят агитационную работу. В своих работах она соединила современные технологии и древние традиции живописного и декоративно-прикладного искусства. Мир красок Любови Хаштыровой. Персональная выставка проходит в Государственном музее изобразительных искусств. Это новости 24. Здравствуйте. Сегодня в Зале славы администрации главы Ингушетии состоялось торжественное вручение государственных наград Российской Федерации Ингушетии. Это своего рода подведение итогов уходящего года. В зале врачи, работники культуры, нефтяники, военные, спасатели МЧС и работники телевидения. Это люди, которые преданы своему делу. Их труд оценил лично Махмуд Али Калиматов. Ирина Цычуева об этом. В Зале славы по традиции собрались настоящие профессионалы своего дела. Все эти люди добились определенных успехов на своем посту, и ими по праву может гордиться республика. До начала официальной церемонии награждения глава субъекта озвучил основные показатели, которые удалось достичь Ингушетии за определенный период. Руководитель региона отметил, что возглавил Ингушетию в непростое социально-экономическое время. Год уходящий был насыщен общественно-политическими событиями. Главой были поставлены определенные задачи, направленные на улучшение всех социальных показателей. В центр своего внимания я поставил вопросы повышения качества жизни нашего народа, бесперебойного снабжения жителей города и сел электричеством, газом и питьевой водой. Принимаются меры к улучшению медицинского обслуживания, к тому, чтобы в республике стало больше хороших школ. Намечен курс на проведение взвешенной экономической бюджетной политики, борьбу с коррупцией, улучшение основных социально-экономических, политических исполнения в полном объеме социальных обязательств перед населением. Ингушетия ставит перед собой много стратегических задач, которые регион должен решить в ближайшие годы. Приступая к награждению, Махмуд Али Калиматов отметил, что все сидящие в зале заслуживают благодарности и поощрения за трудовые успехи. Первыми из рук главы Ингушетии особую высокую награду – орден «Родительская слава» получает семья Талдиевых, которые воспитали 11 детей. Глава Ингушетии отметил, что быть родителем – это непростой труд. Здесь нет выходных, праздничных дней и перерыва. Каждый день эти люди делают все, чтобы воспитать достойных граждан своей страны. Как отмечают сами Талдиевы, они в первую очередь прививают детям любовь к родине. Высоких наград сегодня удостоились люди самых разных профессий, среди которых врачи, работники культуры, нефтяники, военные, спасатели МЧС и не только. Почетную грамоту президента страны получает Ислам Алиев. В сельском хозяйстве он работает больше 20 лет. Начинал свой путь рядовым механизатором. Сейчас мы занимаемся выращиванием семенных культур, это зерновых. Это труд очень тяжелый для хлеборобов. Прошлый год был особенно, так сказать, трудным. Была засуха, как мы знаем. И тем не менее,
наши хлеборобы, наши труженики села прошли этот год с неплохими показателями. Высокая награда «Заслуженный деятель культуры и искусства» сегодня получает Султан Гайсанов. Народный артист, уже 53 года на сцене. Актер признается, что эта награда – еще одно достижение для него. Наград очень много. И вот это вот благодарю за последнюю награду, кто заметил мой скромный труд. Это не последняя? Это не последняя, я думаю, надеюсь. Сегодня мне очень приятно работать с моими коллегами, и мы сегодня ставим спектакль «Хаджи Мурат», называется, по роману Толстого. Высокие награды, медали, почетные звания сегодня получили также врачи, ветераны Афганистана и работники радио. Врачом работаю 30 лет. С 1998 года я работаю здесь в противотуберкулезной службе в нашей республике. Вот за время работы, конечно, были и трудности, и сложности, и пациенты были разные. Но каждого своего пациента я помню. Да, очень приятно, потому что в мае Владимир Владимирович Путин издал указ о награждении меня медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени, который я сегодня получил. Мне его торжественно вручили в этом зале глава Республики Ингушетия. Награды президента России, главы Ингушетии, пожалуй, лучший стимул для всех этих людей и дальше трудиться на благо своей республики. Рина Сычуева, Асхаб Белакиев. Новости 24. В Магасе обсудили строительство объекта в рамках реализации национальных проектов. На совещании у главы Ингушетии были детально изучены текущие показатели исполнения майского указа президента России. Всего до 2024 года в Ингушетии должно появиться более 70 новых социальных объектов. Калиматов поручил до 1 мая 2020 года определить места для их возведения. Уже достигнутые к настоящему времени показатели, установленные для республики на первый год исполнения майского указа президента РФ, варьируются от 70 до 100%. Ожидаемое кассовое исполнение на конец текущего года составляет порядка 5 миллиардов рублей. Каждый человек, чиновник, министр, с них я могу спросить напрямую, будут работать или не работать. Но вы бизнес, вы же должны ответственность иметь. И поэтому дифференцированно будем подходить, будем составлять списки. И мы их уже составили. А главы, вы на своей земле все должны знать. Я не оставлю вас в покое. Возьмите, этой землей занимайтесь. И пока президент Российской Федерации, правительство выделяет бюджет до 2024 года, можем, нам это особенно необходимо. У нас инфраструктуры здесь не было. Нам очень качественно надо строить. Фундаментально надо строить. Я призываю вас к ответственности всех. До 1 мая на все объекты, более 70 объектов, чтобы были отведены. Не на окраине там села. Ищите. Это тоже серьезно. Годовые объемы реализации нацпроектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Культура» достигнуты досрочно. Несмотря на большие объемы жилищного строительства и высокие результаты по благоустройству общественных территорий, достижение установленных годовых объемов нереально ввиду отсутствия возможностей и потребностей. По официальным данным, результатов достигли только 10 субъектов страны из 85, потому что с 2016 года прекращено строительство жилья за счет федеральных средств. Минстроем страны уже было объявлено о внесении коррективов по стартовым показателям в паспорт нацпроекта. Сегодня день работника органов безопасности Российской Федерации. Сотрудников и ветеранов этой структуры с профессиональным праздником поздравил глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов. Отметил, что безопасность народа Ингушетии достается дорогой ценой. Цитата. «Мы с признательностью вспоминаем тех, кто отдал свои жизни за наше благополучие. Благодаря активным действиям правоохранительных органов криминальная обстановка у нас остается достаточно спокойной. Уверен, что самоотверженность и профессионализм сотрудников госбезопасности и впредь будут служить залогом мира в Ингушетии, усиление борьбы с коррупцией, с преступлениями в сфере экономики. В этот праздничный день желаю мира, добра и благополучия вам и вашим близким». Конец цитаты.
Зимний туристический сезон открыт. Курорт Арымхи, расположенный в Джирахском районе, ждет любителей активного отдыха. Склоны различной амплитуды устроят экстремалов. Канатная дорога позволит насладиться прекрасным пейзажем. Здесь же можно пройти санаторно-курортное лечение. На территории открыт медицинский многопрофильный центр. Репортаж Микаила Тангиева. Мы провели определенную работу за год, реанимировали позиционирование именно как медицинского, скажем так, центра и реабилитационного центра. Выступая с приветственным словом в адрес почетных гостей, генеральный директор курорта Арымхи Магомед Евлоев подчеркнул, что открытие зимнего туристического сезона в нашей республике каждый год ждут туристы из разных уголков страны. И это неудивительно. Как летом, так и зимой у нас всегда есть на что посмотреть. И большому потоку туристов во многом способствует всесезонный комплекс Арымхи в Джирахе. Хотел бы сказать, что это первый шаг на пути оздоровления населения России. Дальше будет со временем все лучше и лучше. Просто хотели более-менее, попытались, по крайней мере, заявить об этом первом шаге для вас. Знаете, что дальше будет все больше, сильнее, лучше. И рад вас всех опять-таки видеть. Надеюсь, все чаще и чаще видеть вас всех здесь и все больше и больше других новых туристов. Спасибо большое. За последние годы на курорте Арымхи произошли качественные изменения, отремонтированы автомобильные дороги и проложены новые участки горнолыжных трасс. Для комфортного пребывания туристов на курорте организовали удобное и компактное расположение всех спортивно-развлекательных объектов. Все это стало возможно благодаря поддержке инвесторов лечебно-оздоровительного комплекса. К сожалению, много еще недоделано и предстоит сделать. Но вот я надеюсь, сегодня и новая команда, и руководство курорта, оно очень креативные, молодые ребята, которые много свежих идей, и это принесет хороший вклад в развитие курорта. Приехать посмотреть на горы и попасть на открытие зимнего сезона горнолыжного курорта – такие шансы выпадают далеко не каждому, а многие и не подозревают, что есть такое увлекательное туристическое место, как наша республика. Светлана Конецкая приехала специально из Москвы, чтобы в очередной раз убедиться, насколько здесь красиво. Я в Республике Ингушетия не первый раз. Всегда удивляет гостеприимство жителей, красота вокруг. Собственно, курорт Арымхи я приехала по приглашению правительства региона и руководства курорта для того, чтобы познакомиться с возможностями вашего курорта и потом предложить нашим туристам ваш продукт. В связи с тем, что в последние дни в горной части республики установилась плюсовая температура, горнолыжная трасса протяженностью 1200 метров не запущена из-за отсутствия снега, но в первые же холода на ней проведут оснежение и ожидается большой поток лыжников. Комитет по туризму Ингушетии строит большие планы на весь сезон. Какие планы? Открыть детскую школу здесь по катанию детей, да, это привлечение, так сказать, семей, которые приедут, покажут наши горы, потому что, к сожалению, есть люди сейчас, которые редко выезжают, а есть люди, которые вообще не были в горной части Ингушетии. Это будет дополнительный стимул для них приехать сюда и, в общем, провести свои выходные. Сегодняшнее мероприятие это даст дополнительно еще один толчок к тому, что люди узнают именно об этом курорте. Здесь много очень приглашенных сегодня. Сегодня здесь уже присутствуют и серьезные турфирмы. Готовится подписание новых соглашений. Это даст развитие туризма в целом в республике и создаст еще дополнительные рабочие места. Наряду с открытием туристического сезона на территории курорта Арымхи был запущен многопрофильный медицинский центр. Он станет отличной возможностью для получения комплексного санитарно-курортного лечения, включающего диагностику и обследование, консультации специалистов и широкий выбор оздоровительных процедур. Но это очень большой прогресс для всей республики, не только для нас. Непосредственно сейчас мы будем сотрудничать с Московской клиникой Синай. Мы же их как дочерняя компания. Это прогресс как для врачей, как для меня и для всех нас, потому что они нас будут и учить, и помогать, пока мы сами не станем на ноги. Микаил Тангиев, Магомед Дидигов, Новости 24. В каких случаях чиновникам нельзя принимать подарки в преддверии новогодних праздников, разъяснил Минтруд России. Под запрет не попадают только подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями и служебными командировками. Их нужно сдавать. Получение подарка в любых других случаях является нарушением. В частности, как напомнили в ведомстве, чиновникам нельзя брать подарки от подчиненных, в том числе в нерабочее время, а также у подчиненных, которые являются их друзьями. В министерстве рекомендовали воздерживаться от безвозмездного получения услуг, а также имущества,
имущества, в том числе во временное пользование, поскольку, цитата, «получение подарков в виде любой материальной выгоды должностному лицу запрещено». Такой проступок влечет за собой ответственность вплоть до увольнения. Ну а если подарок признают взяткой, виновному грозит уголовное преследование. 27 лет в эфире. Наши коллеги из государственной телерадиокомпании отмечают сегодня свою очередную профессиональную годовщину. Журналисты, энтузиасты при минимуме технического телевизионного оборудования, при отсутствии транспорта и комфортного помещения умудрялись сделать, как нам сейчас кажется, невозможное. Они выдавали оперативную информацию, снимали программы на злобу дня, рассказывали о быте простых граждан. Ну а чем сейчас живет ГТРК «Ингушетия», узнаем у Дианы Дударовой. Именно с ГТРК «Ингушетия» началась история телевидения в регионе, стартовавшего вместе с образованием республики. В 1992 году состоялось открытие регионального филиала ГТРК «Россия». Тогда в подвале здания Народного суда находилась монтажка, студия и аппаратная в одном лице. И только в 2000 году филиал федерального телеканала переехал в новое современное здание. Здесь сегодня работает больше 100 сотрудников. 20 лет ГТРК была единственной общественно-политической телекомпанией республики. А колыбелью ГТРК стало радио «Россия Ингушетия». Сегодня каждый сотрудник филиала ГТРК «Ингушетия» отмечает праздник 27-летия ГТРК «Ингушетия». Тема сегодняшнего эфира – 27-летие телекомпании «Ингушетия». В гостях лица, которые стояли у ее истоков. В 2016 году здесь завершилось полное переоснащение оборудования. Слушайте радио «Ингушетия» жители республики могут на волне 101,3 FM. Ходим мы 5 раз в день. Наше радио, можно сказать, консервативное, классическое, то есть разговорное. Но и тем не менее у нас есть свой контингент, есть и молодежь, которые очень любят музыку, но и тем не менее слушают информацию, тематические передачи, которые мы освещаем, выдаем в эфир. С момента открытия ГТРК «Ингушетия» несколько раз сменились руководители. Каждый из них внес свой вклад в развитие телекомпании. С 2012 года директором филиала является Берс Еблоев. Телевидение – это коллективный труд. Невозможно так, чтобы один работал, другие отдыхали. Поэтому такая цепочка, которая состоит из разных звеньев. Поэтому спасибо всем и каждому, кто работает, несмотря ни на что, кто ежедневно приходит на работу, с удовольствием делает ее для того, чтобы в течение дня радовать наших телезрителей, чтобы они имели возможность получать объективную информацию. За последние годы на телеканале «Ингушетия» значительно усовершенствовались условия работы. Увеличилось эфирное время, приобретено новое оборудование, которое позволило улучшить качество звука и изображения канала. Но на этом их стремление к модернизации канала не заканчивается. В скором времени планируют порадовать глаз зрителя обновленными студиями. Ну а работники ГТРК «Ингушетия», пользуясь случаем, поздравили своих коллег. Пожелать творческих успехов, вдохновения, благополучия и счастья. Вдохновения и долгих лет жизни. И любовь зрителей, конечно же. Диана Дударова, Магомед Белакиев, Новости 24. Узнай о своих долгах. С таким посылом по всей стране проходит акция. Сегодня по этой теме в Управлении Федеральной службы судебных приставов России провели брифинг. Какая сумма является безобидной и как не лишиться возможности выехать за границу, вовремя не погасив задолженность, узнаем у Даны Плиевой. Основной темой, затронутой на встрече, стало обсуждение различных мероприятий, проводимых в рамках всероссийской акции «Узнай о своих долгах». Она традиционно проводится 2 раза в год в преддверии новогодних и майских праздников. Такие мероприятия особенно актуальны именно в эти выходные, когда многие мечтают провести свой отдых где-то за границей. Но в случае неуплаты долга судебный пристав имеет право ограничить их выезд за пределами страны. Бывает и так, что граждане узнают о наличии запрета прямо в аэропорту. Судебные приставы выезжают в места скопления людей и фактически раздают им различные документальные материалы, где указаны телефонные номера для связи, где указаны адрес интернет-портала нашего сайта непосредственно. Там уже все приставы отвечают на различные вопросы. Вот каждый гражданин имеет право подойти, задать интересующий его вопрос, проблемный, наболевший для него. На сегодняшний день, по словам представителей ведомства, невыездными сидят порядка 10 тысяч жителей региона. Размер долга, ограничивающий поездки, составляет 30 тысяч рублей на человека. Самая частая категория долгов – автомобильные штрафы.
В реестр ГИБДД заносится запрет проводить какие-либо регистрационные действия с автомобилем, принадлежащим должнику. Имеется в виду снятие его с регистрации, переоформление его на другое физическое лицо, в том числе даже утилизация запрещена. И эти запреты, конечно, огромные неприятности приносят автоводителям. Пристав отмечает, цифра на первый взгляд внушительная, но регулярные разъяснительные рейды и профилактические мероприятия жителями республики сокращают ее с каждым днем. Хотим сказать, что они имеют положительную тенденцию. Количество должников уменьшается, идут хорошие суммы взыскания. В основном это, конечно, когда мы проводим рейды совместно с сотрудниками ГИБДД, мы понимаем, что автоводители в основном долги – это штрафы за нарушение правил дорожного движения. В век информационных технологий рассчитаться с долгами задача несложна. Чтобы не тратить время в очередях банка или МФЦ, любой может воспользоваться информационным сервисом Банка данных исполнительных производств, размещенным на официальном сайте судебных приставов страны, или бесплатным приложением, которое можно скачать на телефон. Если же человек даже не зарегистрирован в данном предложении, если он просто заходит в приложение, забивает в данном банке данных свое имя, фамилия, отчество, в отношении него выскакивает окошко. Есть в отношении него исполнительное производство, либо нет. Если же гражданин хочет постоянно, скажем так, контролировать ситуацию, он может в данном приложении зарегистрироваться, и к нему будут приходить уведомления. С того момента, как должник уведомлен, что в отношении него возбуждено исполнительное производство, ему предоставляется 5 дней для погашения долга. После истечения срока судебный пристав имеет право его взыскать. Меры самые разные, в том числе изъятие денежных средств со счетов. Сумма ограничена не менее 50%, но если дело касается алиментов, тут цифра может доходить и до 70%. Арест имущества, дома, квартиры, дачи, автомобиля, пока долг не будет оплачен в полной мере. Для этого мы создали все условия, и интернет-сайт, и мобильное приложение, и телефонные номера службы судебных приставов, чтобы заблаговременно они могли узнавать. Есть такое понятие частичной оплаты, есть полная оплата. То есть всецело идем навстречу нашим гражданам, стараемся, но опять же мы не можем выйти за рамки закона, который наделил нас правами. Вывод в таком случае один – вовремя платить по счетам. И подобного рода акции и встречи представители ведомства намерены проводить уже на регулярной основе, чтобы жители региона не забывали известную поговорку «долг платежом красен». Дана Плиева, Адам Далаков, Новости 24. Реальный рост пенсионных выплат в Российской Федерации в 2020 году составит порядка 3%. Руководство ПФР заявило, что авансирование пенсий будет произведено уже в 20-х числах декабря. Индексация пенсий практически вдвое выше инфляции. В ближайшие несколько лет пенсии вырастут более чем на 18% по сравнению с нынешним уровнем. Ранее вице-премьер страны Татьяна Голикова дала поручение, чтобы пенсионеры, получающие выплаты по старости с 1 по 8 число, в этом месяце получили сразу 2 пенсии. За декабрь и за январь. На заседании Пенсионного фонда она заявила, что пенсионеры должны получить выплаты за январь перед наступлением новогодних каникул, чтобы они не остались в празднике без средств к существованию. В свою очередь глава ПФР Антон Дроздов пообещал, что авансирование пенсий будет произведено уже в 20-х числах декабря. Ну а те пенсионеры, которые не успеют получить пенсионную выплату за январь до Нового года, смогут это сделать в отделениях почты в период с 3 по 6 января, а также 8 января. Сообщалось, что 7 января почта работать не будет. С 1 января пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%, приблизительно на 1000 рублей. Работающие пенсионеры получат возможность претендовать на увеличение пенсии, пересчет пенсионных баллов с 1 августа. Ее работы хочется разглядывать, они уникальны и самобытны. В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии состоялось открытие персональной выставки «Мир красок Любови Хаштыровой». В экспозицию вошли 40 разноплановых работ, в числе которых живопись, барельеф и картины из рыбьей кожи. Диана Дударова присмотрелась.
На первой персональной выставке Любови Хаштыровой представлены башенные комплексы, пейзажи, натюрморты. Из-под кисти художницы вышли сотни живописных полотен. А последние годы Любовь увлеклась и работами из рыбьей кожи. В своих работах она соединила современные технологии и древние традиции живописного и декоративно-прикладного искусства. В зале Музея изобразительных искусств представлено более 45 работ художницы. Большинство произведений скромные по своей цветовой палитре и в то же время наполненные глубоким лирическим смыслом. Работы художницы – настоящее подтверждение ее патриотизма. Их сюжеты разворачиваются на фоне горных пейзажей Ингушетии. Любовь признается, состояние души и теплые чувства к родине ей легче передать на холсте, чем на словах. Я же ингушка, прежде всего. Это, наверное, в крови, с крови передалась эта любовь, наверное, к республике. Это и должно быть. Если не мы будем показывать красоту своей природы, своей нации, то кто же другой? Несмотря на детские мечты поступить в театральный вуз, Любовь Хаштырова в 1993 году окончила Московский современный гуманитарный институт по специальности экономист. Однако спустя много лет она вновь вернулась к творчеству и на протяжении уже 10 лет не перестает радовать своими работами. Художница не скрывает ожидания открытия ее первой персональной выставки. Волнительно. И в одном из залов Государственного музея изобразительных искусств Республики Ингушетия, как вы видите в этом зале, открылась персональная выставка Любови Нурадиновны Хаштыровой. Ваши аплодисменты, коллеги. Первая персональная выставка талантливой художницы открывается в торжественной обстановке. В знаменательный день художнице вручают благодарность от исполняющего обязанности министра культуры Ингушетии. Благодарность художнику Хаштыровой Любови Нурадиновне за высокий профессионализм, многолетний труд на благо Республики Ингушетия, за искренность и верность призванию. Десятки гостей сегодня лицезреют мотивы неприступных и гордых ингушских башен, пышные кроны деревьев, спокойную гладь воды. Среди посетителей и родственники, друзья, коллеги и те, кто впервые стал свидетелем таланта Любови Хаштыровой. А вот поэтессе Зарете Ахильговой оценить одно из произведений художницы уже доводилось. Я хочу сказать, что картина Любы Хаштыровой висит у меня дома уже несколько лет. Ее подарил друг моему супругу на день рождения. Очень красивая картина, там запечатлены наши башни, горная природа наша, Джейрах. Также среди гостей студентки колледжа архитектуры, дизайна или инжиниринга города Сунджи. Они пришли сюда не только за эстетическим удовольствием. Для нас посещение таких мероприятий, выставок очень важно, необходимо, потому что мы будущие дизайнеры одежды. И, конечно, дизайн одежды – это та профессия, которая подразумевает под собой постоянное саморазвитие, вдохновение. Мы пришли сегодня, чтобы вдохновиться от работ Любы Хаштыровой, посмотреть, как это все наяву. И мы впечатлены, если честно, нам очень понравилось. Истинные ценители искусства нашлись и среди самых юных гостей выставки. Поддержать Любовь Хаштырову пришли ее племянники. Я пожелаю успеха и дальше продолжить ее картинки, чтобы она красиво рисовала. Сама Любовь не скрывает, что поддержка родных и друзей для нее очень важна. Ранее ей доводилось принимать участие в различных выставках, однако на персональную экспозицию не могла решиться. К этому событию художница готовилась около 5 лет, а воплотить все желания в жизнь ей помогли работники Музея изобразительных искусств. На протяжении месяца я работала с Любой как куратор этой выставки. Это отзывчивый, добродушный человек. Мне с ней было очень легко работать и приятно работать. Думаю, что это ее не последняя выставка, которая будет у нас в музее проходить. В дальнейшем мы так и будем продолжать здесь сотрудничество. Любовь Хаштырова самокритично признается, что не всеми своими работами остается довольна. И все же одно из своих произведений для себя выделяет – натюрморт «Дары осени». Некоторые моменты у меня получились, поэтому, наверное, я довольна этой картиной. Какие-то эффекты, какие-то краски. Палитра мне нравится, наверное, скорее всего. А как долго вы работали на этом? Примерно 2 недели. Едва ли находится человек, который разглядит изъяны в необычных работах мастера. Выставка «Мир красок» Любови Хаштыровой продлится до конца февраля. А эти башенные комплексы у посетителей будет возможность лицезреть в любое время. Их Любовь Хаштырова подарила музею в память о значимом событии в ее творческой жизни. Диана Дударова, Магомед Дидигов, Новости 24.
Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.